Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья, с вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 3 сентября 2022 года, 16:59 по Берлину и, соответственно, 17:59 по городу Джохаро. Друзья, приветствую вас, приветствую. Напоминаю вам, друзья, что мой канал запрещен в Ютубе, мой канал YouTube Reality. Есть у меня канал, он запрещен в фашистской России, поэтому распространяйте ссылку на наш стрим, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии, друзья. Я вам сообщу. Ну, Хантер, ты нагло лжешь, нагло причем, ты наглый лжец, безосновательно ты это говоришь. ФСБ охотится на меня и на моих родственников, а ты наглый лжец. Наглый-принаглый. Так. Пишите ваши комментарии, друзья, и ставьте лайки. Ставьте лайки, друзья. Так, давайте я вам сообщу информацию от Збройных сил Украины, от Генерального штаба. Так, смотрите, сообщаю. Генеральный штаб Збройных сил Украины информирует на 3 сентября с 24 февраля 2022 года. За прошедшие сутки уничтожено 350 оккупантов, итого их стало 49 050 человек, еще немного, еще 1/3, 1/2 от потерь, еще 1025, и по русским данным приблизительно Украина догонит Чеченскую республику Ичкерия, которая уничтожила от 85 до 220 тысяч. Цифра достигается. Итак, танков уничтожено 2034 всего, плюс 25 за прошедшие сутки. Обратите внимание, друзья, 37 бронированных боевых машин. Это говорит о том, что идут очень серьезные бои. Итого их стало 4403 штуки. Артиллерийских систем 1134, 8 за прошедшие сутки, и РСЗО 4 штуки, итого их стало 293, антиаэркрафт 153, 0 за сутки, 1 самолет сбит, слава Украине, слава ЗСУ. Итого стало 235 самолетов, 205 вертолетов, 0 за сутки, к сожалению. БПЛА оперативно-тактического уровня 864 за все время и 11 за прошедшие сутки. 203 крылатые ракеты, 5 ракет сбито за сутки, 15 кораблей катеров, 0 за сутки, 3268 автомобильной техники и цистернов, 21 за сутки. Специальной техники 105. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. С чем я вас всех поздравляю. Так, друзья, вы работаете... Так, Хантер, антитеррор, Тимур Австрия. Ты что, мне предлагаешь стучать на кого-то, что ли? Если человек не хочет говорить, кто он, я тебе должен сообщить об этом, что ли? Какой же ты ФСБшник? Так, я тебя вчера видел. Фарух, где ты меня видел? Аль-Хабдади. Фарух, где ты меня видел? Неужели ты у нас в Гамбурге в центре гулял вчера? Ассаламу алейкум, Казахстан. Ва алейкум ассалам. Вообще, Витя Мацауиц, Казахстан. И Удутиш. Слава Аллаху, ислам. Так. Амин. Слава Аллаху. Так. Также сегодня я хочу сообщить вам, что сегодня 3 сентября. Это день, когда русские террористы уничтожили террористов, захвативших школу, и всех, кто находился в заложниках. Ну, не всех им не удалось уничтожить, кое-кому удалось спастись. Было уничтожено 334 человека, из которых 186 оказались детьми.
До этого русскими террористами было уничтожено 42 тысячи чеченских детей, детей граждан Чеченской Республики, Ичкерия. И поэтому сегодняшний стрим я назвал 220, Беслан 226 школа. То есть 225 школ, 186 детей, есть 42 тысячи разделить на 186, русскими террористами было уничтожено. И в Беслане чеченские, ингушские, осетинские и другие партизаны совершили захват заложников. Я это называю, я считаю, это так и было. Это акт отчаяния, потому что хотели хоть как-то решить, хоть как-то остановить убийство чеченских детей, чеченских граждан Чеченской Республики Ичкерия. И был этот, не могу сказать правильный шаг, но был такой применен такой вот метод. И я вам подробно расскажу, как это было. Все началось с того, что некий один из осетинских партизан, убитых, сражавшись против России, убитый русскими террористами, который дружил и общался с Шамилем Басаевым. Ходов его фамилия была. Его младший или старший брат, его брат был задержан террористами от ФСБ. Опять потерялась связь, да? Был задержан ФСБ. И в итоге был завербован. Он должен был внедриться в группу Шамиля Басаева для того, чтобы Шамиля Басаева выманить и чтобы русские террористы могли его убить. Он так и поступил, он внедрился, так как через своего брата имел доверие, внедрился к басаевцам, чеченским, ингушским, осетинским, там, другим партизанам, которые там были, и во всем им признался, что его завербовали и так далее. И тогда Шамиль Басаев поблагодарил его, об этом сам нам Шамиль Басаев рассказывал, поблагодарил его за то, что он признался, и сказал ему, что ты скажи, передай ФСБшным, вот этим террористам русским, что чеченцы верят не словам, а делам. И ФСБшники ничего не нашли лучше, как взорвать студентов или как там, новобранцев, военнослужащих, которые в Осетии расположены были. Затем был взорван рынок, мирный рынок. Таким образом просто показывались, что вот этого Ходова, Валерия Ходова, его люди могут типа совершать какие-то действия. Таким образом ФСБ все взрывало, у Валерия Ходова не было никаких товарищей, которые бы этим занимались. Ну вот он сказал ФСБшникам, что они верят не словам, а делам, и русские взрывали. Это и вам, украинцы, будет очень интересно узнать, как себя ведут русские террористы для того, чтобы внедриться, войти в доверие. И это не единичный случай. Также ранее были еще случаи, когда русские убивали ментов для того, чтобы внедриться в наше сопротивление. Затем был план, что на 6 сентября собираются, 6 или 3, сейчас я не помню точно, собираются все силовики, чиновники в городе Беслане в административном здании. И в этом административном здании должны были зайти чеченские, ингушские и другие бойцы для того, чтобы взять вот этих всех чиновников, силовиков осетинских, которые проводили какую-то там свою акцию. Должны были, и, по-моему, даже там, может быть, какой-то Путин был. Кто-то из больших чиновников должен был туда приехать. Поступила такая информация, якобы. Это все разрабатывают ФСБшники. Этим занимался, по-моему, это называлось тогда РУБОП или АБОП по Северной Осетии. Кто курировал, кто взрывал рынок, кто взрывал вот этих
осетинских новобранцев, там, военнослужащих и так далее. И кто вот эту операцию вел. Но в принципе ФСБшники, гибнюки, они знали, что вот это движение, что вот эти бойцы нашего сопротивления находятся недалеко от города Беслана и так далее, и так далее. Их не трогали. Фактически это было сделано у них на виду. И Басаев перепутал все карты. Басаев как бы планировалось, что Басаев тоже там будет, но Басаев не пошел. И перепутали карты, и пошли бойцы Басаева, и они зашли 1 сентября. Не 3, не 5, а вот именно 1 сентября, когда была линейка, школа и более 1000 человек, более 1200 человек или даже больше были взяты в заложники. Затем были выдвинуты требования немедленно начать переговоры с Асланом Масхадовым, с президентом Чеченской Республики Ичкерия и так далее. Русские подготовились, вытянули свой спецназ, там подтянули военных, подготовились и на 3-й день просто сожгли эту школу со всем, кто там находился. Чудом некоторым удалось убежать. Ни одного ребенка, ни одну женщину басаевские бойцы не расстреляли. Ни одного ребенка, ни одну женщину басаевские бойцы не убили. Все из огнеметов. Шмель это такое, как гранатомет. Тот, кто не знает, могу объяснить. Это так, типа гранатомета, с него выстреливают. Он залетает в комнату, вот, например, из него в спортзал были они выстрелены из этого шмеля. Сперва была подорвана стена, а в этом спортзале, в школе находилось огромное количество, все заложники находились в спортзале этой школы. И русские взорвали стену, убив сразу несколько людей, несколько женщин, детей, которые сидели у стены, для того, чтобы войти, расстреляли из огнеметов в сам этот спортзал. И люди фактически, когда загорелась крыша, она обвалилась на них, и они заживо там сгорели под этой горящей крышей. А некоторым бойцам чеченского сопротивления удалось уйти из этой школы. Есть свидетели, соответственно, рассказать, что как было. Об этом тоже нам Басаев рассказывал. И был задержан один террорист. Это Нурпаша Кулаев. Это человек не оказывал никакого сопротивления. Он со своим братом там оказался. Это был человек, который не воевал. Просто со своим братом он решил... Опять связь обрывалась у нас, да, я так полагаю. Мне тут показывают, что опять связь оборвалась. Нурпаша Кулаев был задержан и осужден. К большому везению Нурпаша Кулаев остался жив, и именно из-за этого был проведен суд над ним, из-за того, что он был жив. Он сказал, что он не будет воевать, что он не хочет принимать участие в захвате школ, детей, когда он уже никто не знал, какая будет операция. Есть команда, выдвигаемся, никто не знал. В самый последний момент было принято решение о захвате школы. Об этом Басаев рассказывает. И когда Нурпаша Кулаев узнал, что они захватили детей, школу, там не только детей, 1200 было, более 1200 было захвачено заложников. Но когда он узнал, что это школа, он просто сказал, что он не хочет в этом принимать участие. После того, как он не согласился больше вести эту борьбу, держать людей в заложниках, его перевели в комнату, где содержались осетинские мужчины. Отдельно они содержались от женщин и детей. Несколько человек из них было расстреляно после того, как русские несколько раз стреляли в людей, которые удерживали заложников. И вот этот Нурпаша Кулаев находился вместе с осетинскими мужчинами в одной комнате.
И он не давал расстреливать некоторых из них, ему удавалось не дать их расстрелять. И в итоге, когда проходила эвакуация, Нурпаша Кулаев, как кавказец и среди осетинских мужчин, вот таким образом его сразу не убили просто. Сразу, если бы узнали, что он чеченец, его бы убили. Поэтому Нурпаша Кулаев предстал перед судом, и благодаря этому некоторые моменты нам удалось узнать. При этом, при всем, дело само было засекречено. Не знаю почему, если террористы убивали детей, то почему засекречивалось это дело. И только вот дело Нурпаши Кулаева было выделено в отдельное производство, и из чего мы хоть часть узнали правды, и в том числе откуда стреляли, кто стрелял, с чего стреляли. И вот этот шмель, который он залетает в комнату, он сжигает все. Я вот начал говорить и отвлекся. Просто это запрещенные международными конвенциями оружие применять вот в помещениях. Там, ну, для этого оно и предназначено. Это очень жестокое, очень такое мощное оружие. Затем матери, есть такая организация, после того, как вот все это произошло, осетинские женщины Беслана, они создали организацию матери Беслана, и они начали судиться, потому что ответов они не получали. Они понимали, что их детей просто убили, чтобы не вести переговоров с террористами. Туда должен был как раз приехать Аслан Масхадов, он обещал туда появиться, но вот ему не дали туда добраться, и зная, что он скоро подъедет, что он собирается прибыть туда, просто-напросто расстреляли всю школу, убили всех, кого только могли. Матери Беслана судились в Европейском суде по правам человека, и Европейский суд по правам человека признал убийц детей Россию. Матери Беслана, вот эта организация, женщины эти, они выходят на митинги. Каждое 1 сентября они проводят акции у этой школы, по крайней мере, раньше проводили. И выходили в майках «Путин, палач Беслана». Поэтому все обвинения разных мерзавцев и подонков, которые забывают о 225 школах, уничтоженных фашистской Россией, убитых 42 тысячах чеченских детей, и нам ставят упрек вот 226-ю школу, я могу сказать, что чеченской, на руках чеченцев этой крови нет. Мы не виноваты ни перед осетинами, ни перед русскими, ни перед кем-либо. Тем более русские спецслужбы убили этих детей. Об этом сами осетинские матери говорят. Это можно легко зайти в Google, набрать матери Беслана. Правда Беслана называется сайт, их организация называется Матери Беслана. Элла Кисаева, этой организации председателем является. Это можно легко проверить. Конечно же, это был акт отчаяния, это было безвыходное тяжелое положение. Это произошло в 2004 году, 18 лет назад. Чеченское сопротивление, чеченцы находились в очень тяжелом положении. Геноцид чеченцев продолжался уже 4-й год. И была такая акция для того, чтобы остановить эту войну. К большому сожалению, она закончилась вот таким кровавым результатом. К большому сожалению. Друзья, я перехожу к вашим комментариям. И еще раз напоминаю, спасибо, что ставите лайки. Еще раз напоминаю, распространяйте ссылку на наш сайт. Меня везде блокируют, мне везде пытаются мешать доносить правду. На территории фашистской России мой канал Reality и мой другой канал Human Rights Center Ичкерия запрещен на территории фашистской России. И этот канал мой также висит на волоске, потому что очень много жалоб на него поступает. Это видео с этого канала, с TikTok канала, где я сейчас веду стрим, я помещу у себя сегодня же у себя на канале в YouTube. Канал называется Reality HRCI.
Аслан Арцуев меня зовут. Так, переходим к вашим комментариям, друзья. Посмотрим, что вы пишете. Так. Так. Ассаламу алейкум, это уже было. Так, слава Аллаху. Так, что скажете по поводу, вы были в хороших отношениях деловых, вы имеете, разделяете симпатии? Дина Ясин. Дин, я был на митингах и познакомился с Рубати. Вы часто задаете этот вопрос, постоянно пытаясь меня опорочить чем-то, каких-то порочных связях меня уличить. В отличие от многих, я как только приехал сюда, в Германию, я хожу на митинги, поддерживаю Украину, поддерживаю наше движение. Поэтому я встречался с Рубати. В отличие от вас всех, которые меня пытаются в чем-то укорить, за то, что человек, с которым я был на митинге, уехал в Чечню, причем женщина больна раком, она взрослая старая женщина, вы чем-то хотите меня укорить. И в хороших деловых отношениях, деловые подразумевают какой-то бизнес, наверное, я не состоял. Так что очередной ваш ГБшный проброс в лужу получился. Так, как точно сказал, у тебя нечего делать-то. Слава, так, Ахмад, так, ладно, проехали. Аслан мокшал мую Аллаху атту бойла. Дересуль ислам мой массера бойла Аллаху атту. Это поэтому от отчаяния убили 334 человека. Нет, Ольга Штик, убили их русские для того, чтобы Путин остался у власти. Путин и ФСБ остались у власти. В Украине умирают люди, а ты тут сидишь, Ральф Лорен, рубашка с флагами сзади, как будто ты важный и так далее. Понятно. Ты откуда это знаешь? Лично слышал. Так, ассаламу алейкум, Сюрдик Хил. Ва алейкум ассалам. Чей 95? Асфаги, 95. Объяснить, мадерон, духварат. И 95 Бога хуаски у Бог дуна. О россиянин у Бог дуна. Ва алейкум ассалам. Далуизило. И хайн халдеца. Хо мюжги ваца. Мюжгш ваца. Хицара и 95. Дира дарксави. Так, Ахпат Слива. Ты думаешь, ты лучше делаешь, но ты там факты давай, а то неинтересно. Да, ладно. Так, ничего. Вот, одни хейтеры здесь. Где вы? Самое, что же? Люди, вы понимаете, что он бред несет? Он перевирает всю историю. Ольга Штрик, каждое слово, которое я сказал, истина, которое легко проверяется, буквально загуглив 5 минут. 5 минут вам надо для этого. Так. Друзья, делитесь. Спасибо, что делитесь. Делитесь нашим стримом. Здравствуйте, Львов. Витаю, Львов. Витаю вас. Сколько вам заплатили? Ни одной копеечки. Так, я грузин, который любит Дудаева. Он был настоящий кавказец. Камарджоба Генацвали. Спасибо, Грузия. Мы тоже любим и уважаем Гамсахурдия и наш братский грузинский народ. Так, кем вы работаете? С какой целью, Вацлав Зайцев, интересуетесь? С какой целью? Так, друзья, мы вам верим, так как это все мы видим в Украине. Да, Талайла, совершенно верно. Сейчас очень легко украинцам нам верить. Раньше это было намного сложнее. И я украинцам всегда пытаюсь донести правду, чтобы люди понимали, что против вас воюют те же, кто воевал против нас, те же методы, те же персоны, те же персонали. Поэтому мы будем вам сообщать. И именно это не нравится фашистам, именно поэтому они запрещают мой канал, именно поэтому они всячески нас пытаются опорочить, обозвать там и так далее, что абсолютно не возымеет никакого эффекта, которого они хотели добиться. Ассаламу алейкум, Маш Мокш Войло Аслан.
Аллаху дал алш вайло масу учуна. Ва алейкум ассалам. Рейс хуль масу дойлуэ дал Аллаху дал мокши машрил дойлуэ. Вечер добрый, хорошего эфира. Дуже дякую, дуже дякую. Друзья, делитесь. Вы же по одному сценарию убиваете. Конечно, вы верите друг другу. Вы же по одному сценарию убиваете мирных людей. Ольга Тер. Ольга Тер, я понимаю, если вы работаете там и несете чушь на работе, да, по долгу службы, как говорится. Но мне вот, знаете, что интересно? Почему мы не убивали мирных людей, я имею в виду чеченцы, пока вы не пришли на нашу землю? Почему украинцы не убивали мирных людей, пока вы не пришли на эту землю? Вот объясните, почему они, вот чем связано это? Может, все-таки не мы убиваем своих же граждан? Может, это вы все-таки это делаете? Ведь вы взрываете своих же граждан. Ведь ваша ФСБ взрывает ваши же дома. Ведь в Рязани были задержаны не чеченские террористы, а патрушевские террористы. Террористы от ФСБ. Ну, сколько вам, как вам не стыдно столько врать? Сколько? Ну, сколько вы будете это продолжать? Мне интересно, люди, которые говорят про политику, кто вы, чем занимаетесь, зачем вам это? Ну, Вацлав, я это делаю потому, что чеченский народ лишен прав. Самый ущемленный в правах на сегодняшний день это чеченский народ. После того, как совершен геноцид и уничтожено 30% граждан Чеченской Республики Ичкерия, среди которых 42 тысячи детей до 15 лет, 26 тысяч чеченцев незаконно осуждено от 10 лет и выше, я вынужден защищать права. Я правозащитник, я в прошлом адвокат. Я защищаю права своего народа. И вижу, насколько несправедлив этот мир. Я про фашистскую Россию даже не говорю. Фашистская Россия это беспримесное, абсолютное зло на этой земле, которое КГБ, которое должно быть уничтожено, люстрировано, осуждено, как когда-то нацистской Германии были там эсэсовцы и все остальные люстрированы и осуждены. Поэтому я это делаю, потому что я защищаю права своего народа. Когда вы хотели напасть, еще в 2013 году, когда у вас вот эта вся байда начиналась, еще украинцы не догадывались, что это начинается, я писал украинцам об этом, еще будучи, живя в Москве, я писал, еще в 2013 году я писал, что у вас что-то намечается, украинцы. Украинцы мне не верили, не верили. Но сейчас уже мне намного легче верят украинцы, потому что уже они знают, кто вы. Я украинцы имею в виду и русские украинцы, и украинские украинцы, и все граждан Украины я имею в виду. Поэтому я это делаю для того, чтобы помочь своему народу. Только лишь привлечь к ответственности военных преступников, политические военные силы фашистской России и деоккупацию моей страны. А украинцы, американцы, англичане, немцы – это все наши естественные союзники. С украинцами мы умеем говорить на одном языке, мы очень друг друга хорошо понимаем. Сейчас мы еще лучше себя понимаем, потому что после Бучи, Ирпеня, после еще раньше, после Иловайска, где вы там давали слово и так далее, ваше истинное лицо открылось и для украинцев. Хотя украинцы помогали против нас, вам. Ну вот теперь мир меняется. Явилась истина, как сказано в Коране, и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Это мой девиз. И я пытаюсь разоблачать вашу ложь, и у меня это в определенной степени получается. Так, Аслан, бесплатно мочить Бяшу? Да, я мочу их бесплатно. Это правда. Подпиши. Так, да, без проблем, Соу. В Москве все проблемы были от вас, говорит. В смысле, в Москве все проблемы? От меня лично или от чеченцев? Ты про Донбасс не слышал, провокатор. Как я не слышал про Донбасс? Я знаю, хорошо, что вы вспомнили про Донбасс. Я знаю, что жители Крыма, некоторые коллаборанты, предатели, и Донбасса
которые предпочли, надеялись есть похлебку, уйдя в тюрьму народов, фашистскую Россию, из золотой миски, потому что в России все было хорошо. Но так сложилось, что они обломались. В России сейчас не все хорошо. Но даже при всем этом украинцы их не убивали. А теперь послушайте вашего террориста Гиркина. Вот ваша фашистская страна собрала всех мужчин, которых только могла собрать в ДНР и в ЛНР, и фактически бросала в огонь перед украинскими орудиями. Фактически все мужское население Донбасса вы утилизировали, бросая их в огонь против Украины. О чем вы говорите? Какие украинцы? Кто сжигал? Кто убивал? Не убивал. Просто посмотрите статистику. Сколько людей погибло за эти 8 лет, когда Украина не бомбила даже этот Донбасс. И посмотрите, сколько их погибло за последние 6 месяцев. Просто для интереса сравните. Там у них в год 8 человек погибало. Это, не в год, я ошибаюсь. Короче говоря, какая-то вообще нельзя, конечно, какая-то кощунственно говорить, смешная цифра, но это была очень низкая, маленькая цифра по сравнению с тем, что сейчас произошло. Из этих 50 почти тысяч уже уничтоженных русских оккупантов, но добрая половина это жители Украины, Донбасса, которых вы туда мобилизовали и отправили. Так что вот так вот. Это боты, гляньте, у них аватарки одинаковые, заблокируйте их. Ну, пусть пишут тогда, не буду обращать внимания. Вы воевали? Это вопрос? Нет, я не воевал. Кому вы помогаете своей ложью? Я не лгу. Каждое ваше слово убило одного ребенка в Беслане. Ольга, ну ты красавица. Здравствуйте, здравствуйте. Насильно собрала всех мужчин, истребили. Да, даже одна жизнь важна. Абсолютно согласен. Да, каждая жизнь важна. Это правда. Так, друзья, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Пускай больше людей узнает, услышат правду. Как можно больше людей. Так, пока вы пишете комментарии, друзья, я вам зачитаю немножечко новостей. Здрасте, как победить в этой войне? И в смысле, как победить, я не понял. Я могу сказать, что по моим данным, которые я получаю из различных источников и тому анализу разным, который я провожу, наблюдая за орками, могу сказать, что Россия готовится к широкомасштабному новой атаке, широкомасштабной новой атаке против Украины. Они к этому готовятся. Это еще также подтверждается тем, что Гиркин отправлен туда, террорист Гиркин, симулятор, боевик, который изображает из себя человек Патрушева. Также отправляется сейчас Дугин туда, и убийство, так называемое убийство дочери, взрыв машины дочери Дугина, именно для этого и делается. Для того, чтобы, как это сейчас принято говорить, гибридно начать. Сперва закидывать трупами украинскую армию, теми трупами, которыми сейчас они срочниками будут закидывать. Вот, в новом наступлении, скорее всего, это может начаться ближе к октябрю, после сентября, к октябрьскому, осеннему призыву. И я так полагаю, что угроза взрыва атомной электростанции Запорожской, это тоже будет. Никакого взрыва не будет, я сразу напоминаю. Угроза есть. Дугин, скорее всего, с Гиркиным будут, это два человека, которые будут грозиться, как бы это два таких фанатика и так далее, что абсолютно не так. И Гиркин, и Дугин не являются никакими фанатиками, это просто самые настоящие симулякры, имитаторы,
Они будут изображать сумасшедших, Гдугин будет изображать убитым горем отца, и вот они таким образом будут грозиться. И одновременно будет новое мясо отправляться. Слава богу, сейчас активно поступают оружие, и сейчас где-то с октября, по-моему, месяца полный ленд-лиз будет, уже все готово, все будет отправляться, и я думаю, это будет последнее сражение фашистской России. Это будет последний бросовки, который закончится ничем. Да, Алмула. Так. Здрасте, как бы так? Русские не воспринимают правду. Пол. Да, Пол. Русские, я не знаю, сошли с ума. Я не знаю, что с ними происходит. Но это не сегодня они сошли с ума, не 24 февраля. Это я наблюдаю, это с 94 года. Ассаламу алейкум, ваша Аллах, дал си дуэля. Ва алейкум ассалам, дал хак дуэль си ислам. Так. Так, на этом я тогда перехожу к новостям, которые я вам хочу сообщить. Так. Спасибо за ответ. Пожалуйста, Автандил. Пожалуйста. А вы знаете, что Фейкин и Гиркин вместе воевали в Боснии в 92 году, что они там вместе были. Вы это знали? Я, знаете, очень беспокоюсь о той ситуации, хотя сейчас я уже вижу реакцию украинских властей и украинских людей, которые принимают решения относительно тыла, разведки, агентуры, шпионажа. Я вам хочу сказать, украинцы, мы, чеченцы, выиграли на фронте. Русские не вояки, они абсолютно не вояки. И особенно, когда ты не мотивирован, ты не можешь воевать. И мы выиграли на фронте, но проиграли в тылу. Вот я наблюдаю сейчас ту же картину, что происходит у вас. Они, понимая, что они проигрывают на фронте, они пытаются всячески оказывать влияние. К вам, украинцы, засылаются разные вот эти либералы. Я вот открываю разные каналы, YouTube-каналы украинские, и у меня такое впечатление, что украинских комментаторов вообще нет. Только россияне почему-то у вас. Генерал Гудков у вас не вылазит с эфира. Начали разных чеченоговорящих блогеров приглашать. Это Абдурахманов, это Янгулбаевы и так далее, и так далее. Вот этих людей, которых мы разоблачаем, мы говорим, что это агентура засланная, чтобы наше чеченское общество баламутить. И у вас там, и вы их приглашаете, все они у вас там идут как такие большие патриоты чеченцев. Это очень опасно, друзья. Это очень. Мы так потерпели поражение. У нас 3-4 тысячи человек гоняли их как по полю зайца. Но они убивали наших думающих, интеллектуалов, политиков, таких как Джохар Дудаев, других, третьих. Их убивали, дискредитировали, как-то запугивали, сажали и так далее. И оставляли только тех, кто им выгоден. И вот я боюсь, что Залужного, еще кого-нибудь там, несколько людей, Зеленского убьют. И фактически или дискредитируют, или еще что-то сделать, стравят друг друга. В этом деле они вообще мастера стравить с друг другом, там, делать провокацию какую-то. Они могут годами идти к этой провокации, чтобы два союзника, чтобы два единомышленника рассорить. В этом они профессионалы, в этом я признаю их силу, что в этом они могут обмануть, солгать, подкупить, дискредитировать, запачкать. Это вообще, это их самое любимое, все, что они умеют.
И они играют на чувствах, на наших с вами чувствах. Так, только потом многие извинялись и до сих пор извиняются за свои ошибки. Так, я не совсем понял. Люди боятся говорить со всех сторон, так воспитали. Вы имеете в виду, Вацлав, в России боятся говорить? Да, это правда, да, это правда. Я согласен. Вы знаете, русские, я считаю, что у них есть вот эта скрепа, такая генетическая память, если так можно сказать, по поводу, что власть, она у вас сакральна. Вы боитесь власти больше, чем смерти. Что бы она над вами, эта власть, не делала, хороший пример можно привести, как когда были в 30-х годах массовые расстрелы, люди даже дверь не закрывали, чтобы когда придет НКВД и дверь закрыта, они скажут, ах, что-то вы хотели от нас скрыть. И собирали узелочек и клали у двери, чтобы когда тебя забирают, быстро можно было взять узелочек. Просто представьте, на каком состоянии находились люди. Просто представьте, и он знает, что его заберут и расстреляют. Он не закрывает дверь и кладет вот этот узелочек там со скрабом каким-нибудь, там, с питанием каким-нибудь у двери, чтобы успеть взять, когда его будут забирать. Вот это и есть русские. Да, я не могу сказать, что русские трусы какие-то там вообще, патологические трусы. Но вот власть они боятся. Я не знаю, почему это так. Они разобщены, атомизированы. Ну, много чего можно применить к этому. Нет доверия, агентуры много. И русские пока не избавятся от ФСБ, КГБ, вот этого наследия, пока не будут рассекречены все архивы, пока не будет проведена люстрация, не привлечены к ответственности все одиозные террористы от ФСБ и ГРУ, русские никогда не станут нормальной цивилизованной нацией. И то после того, как это все произойдет, нужно очень долго, мучительно растить новое поколение, объяснять им, рассказывая, какие злодеяния творила их страна, творит страна в отношении там, других людей. Вот как-то так. Так, Асан, вы похудели значительно. Ну, не так, чтобы значительно. Слава Украине, слава свободной Ичкерии. Героям слава. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кадырка хочет отставку. Видели эту новость? Не, Кадырка не хочет отставку. Кадырка навсегда будет делать то, что ему прикажут. Почему, когда случился Беслан, Украина сочувствовала, а когда Россия ударила по Кременчуку, они рады были? Я не понял вопроса. Я не знаю, почему они были рады. Они вас ненавидят. Вас нужно уничтожить, они говорят. Вашего государства, как и нашего государства, не существует в их понятии. Наше государство, так же, как и ваше государство, вышло из Советского Союза. Мы ни одного дня не входили в Российскую Федерацию. Никогда. Ни одного документа у них нет, подтверждающим, что мы вошли в какую-то фашистскую Российскую Федерацию. И у вас тоже не должно быть, как и нашего государства. И у вас должен быть гауляйтер, как Кадыров. Вот и все. Вот тогда они скажут, да, нормальные, хорошие хохлы скажут. Да, наши братья хохлы. Как сейчас кадыровцы, они говорят, наши братья там молодцы и так далее. Вот когда украинцы, они в новых имперских войнах пошлют воевать, захватывать новые земли, вот тогда вы будете для них хорошие. А когда вы думаете о себе, вы думаете о будущем своих детей, и когда вы думаете о том, чтобы как-то развиваться независимо, вы враги. Вы враги. То же самое касается... Это больные люди. Имперцы это фашисты. Это больные люди. Ну вот как-то так. Как вы думаете, второй фронт будет? Атандил, о чем ты имеешь? Что ты имеешь в виду? Второй фронт в Украине со стороны Украины или со стороны фашистской России? Что ты имеешь в виду? Так, привет, привет, Германия. Ахмат Псина.
Казахстан. Ну, тебе не к лицу Ахмад Пси написать. Он же умер уже. Ваше мнение, Абхазия чья? Абхазия? Абхазия земля грузин. С какой целью интересуетесь? Так, нифига ты не чеченец. Я сейчас твои данные своим друзьям в Чечню отправлю. Ольга, не делай этого. Не дай бог, они обо мне не знают. Вот отправила уже. Поделилась ссылкой. Боже мой, теперь как же мне жить, Дион? Как же мне жить, Дион? Боже мой, Дион. Друзья, ну ладно, теперь я точно вам зачитаю новости раз. Пока выдался моментик. А почему Абхазии не дать независимость? Как не дать? Ей же дали независимость. Она же имеет независимость. Просто она захотела быть в составе России. А если она хочет быть в составе России, то ей быть лучше в составе Грузии. Так. Брат, после всех кадыровцев вы как ели на душу. Ичкерия будет свободна, как и Украина. Дай Бог. Ну, знаете, видите, мы все подвержены этой пропаганде, которая ведется против нас. А кадыровцев 1%. 1% от числа тех террористов, которые к вам пришли. И при всем при этом, не знаю, 80% информации нам как будто одни кадыровцы. Такое впечатление, что это не русско-украинская война, а там чечено-украинская или бурято-украинская война. Поэтому не поддавайтесь этой пропаганде. Эти кадыровцы убивали вчера нас. Они убивали нас. Они служат тем, кто нас убивает. 300 тысяч чеченцев, 30% граждан Чеченской Республики убито. Понимаете? И в этом плане сравнивать, можно ж подумать, ребят, вы, украинцы, когда мы сражались, были за них ведь. А сейчас нам кадыровцы, вы постоянно кадыровцы. Да пошли они к черту, это вообще никто и звать их никак. Они никакой роли не играют. Они как таковой даже там погоды не делают. Никакие не супер бойцы они. Никакие они не супер бойцы. Супер бойцов они в Гостомеле в самом начале закинули. Там же и они остались. Все, больше нет этих супер бойцов. Остальные это такой сброд, который собирается там за 150, за 200 тысяч рублей в месяц отправлять. И уже все, отпали, уже нет желающих ехать. Магомед Бессултанов, например, один из чеченцев, которого забирали сейчас тех, кто там находится там под статьей, там отсидевших, там разных людей собирали. Делали статьи и тоже сразу же оформляли и отправляли. Там чеченцы не идут добровольно, там кадыровцы, мудыровцы. Нет, там чеченцы не идут. Ну, ни один нормальный чеченец не пойдет. Есть не маленькая группа, которая за деньги готова мать родную продать. Вот, например, Магомед Бессултанов был убит уже несколько недель назад. За то, что отказался, сказал, не поеду я воевать в Украину. Был убит. Назидание другим, чтобы запугать. Вот в таком положении чеченцы, весь чеченский народ находится в заложниках, как вот эти люди в школе Беслане находились. Вам нельзя говорить, вам нельзя думать, мой канал смотреть. Знаете, как смотрят видео с моего канала, которое запрещено на территории фашистской России? Скачивают видео, кто-то заходит через VPN, скачивает, и потом отдельно, без интернета, смотрят мои видео. Люди там в Чеченской Республике. Вы даже не представляете, в каком ужасе находится Чеченская Республика, в каком тотальном таком прессинге находится чеченский народ. Это уму непостижимо. 90% чеченцев за вас, украинцы, без преувеличения. На вас есть обиженные чеченцы за то, что вы помогали русским, что вы также выдавали нас, что ваши летчики бомбили наши города, ваше СБУ помогало убивать нас.
Ваш Буданов с Донецка, известный, да, Юрий Буданов, насильник, некрофил, тоже с Украины. Вот за это на вас обиженные чеченцы есть. Но нету чеченцев, которые выступают за русских против Украины. Вот таких нет. Ну, вот опять же, вот этой небольшой группы людей, которые за деньги родную мать продадут. А таких в Украине, посмотрите, с Донбасса, с Крыма, сколько воюет против Украины. Ребят, не поддавайтесь провокации, не поддавайтесь этой пропаганде. 1%, и они позорят всю нацию. Да, Артем, это так, 1% позорят. А скажите, те мобики, которых с Донбасса гонят, убивают, они позорят украинскую нацию? Вот ровно столько, сколько позорят мобики с Донбасса, точно так же позорят кадыровцы чеченцев. Ни больше, ни меньше. Причем кадыровцы едут воевать, уже убивая после того, как нас убивали, едут убивать других, то есть вас. А эти едут вас, своих же, убивать. Ну, в принципе, это одно и то же. Кавказ это одна семья, мы все братья. Да, Автандил, это точно. Там одни ДНРовцы, буряты и кадырки. Кадырков 1%, бурятов тоже. Там русские. Интересы, какой бы язык они ни, на каком бы языке они говорили, какой бы разрез глаз у них не был, это против вас воюет фашистская русская империя, которую КГБ управляет и руководит. Понимаете? Никакие буряты не хотят вам навязать свою культуру, бурятский язык и так далее. Вам хотят прийти эти навязать свои правила. Это русская культура, русский мир, русский язык. Нужно же эти вещи понимать. Я был мелкий, не понимал, в чем дело. Их пропаганда типа вы террористы действовали и у нас. Да, Руслан. Сейчас читал, в Питере уже бомжам предлагают военные контракты. Да, Леон, я вам скажу, что на территории фашистской России почти все вокзалы просто от бомжей, все города уже давно зачищены. Они их туда отправляют, просто мясо вот так. И гибнет, гибнет, гибнет. Так, согласен, это боль нашего народа. Такие коллаборанты. Да, это наша тоже боль, ребят. И когда вот они специально говорят, ну кто такие кадыровцы? Ну вот представьте, они же никакой погоды не делают. Но это нужно сделать так, чтобы показать, что вот ну, чеченцы, смотрите, для чего это делается. Этих кадыровцев, так называемых, там не только кадыровцы, нужно понимать, я каждый раз это говорю. Есть военные, служащие чеченцы, служащие России, есть Росгвардия, есть ФСБ. Это группы людей, которые служат из Чеченской Республики. Весь мир нас оставил 1 на 1 с фашистской Россией, и многие вынуждены были. У многих родственники погибли, сражались, там, принимали участие. И поэтому своих детей отдавали разные милицию, полицию, Росгвардию, для того, чтобы семья вся не пострадала, всех не убили. И потом ты уже втягиваешься и уже становишься таким же преступником, как и они, как и все остальные. И вот они таким образом нам навязывали свою повестку, да, и в какой-то степени есть оправдание этим людям, в какой-то степени. Конечно, это никак не оправдывается, но то, что они вынуждены были, это можно как-то оправдать. Но этих людей не так много. Эти люди никакой погоды не делают, ни в боевом смысле, ни на поле боя они не делают. Но у них есть имя чеченского воина. Так вот, это имя чеченского воина сделали те, кого они и убивали. И чеченские воины, которых они убивали, показали, что они могут побеждать и армию, и лучшие воины на этой земле, и так далее, и так далее. И предатели, чеченоговорящие, которые перешли на сторону русских, они прикрывают, Кадыров, Рамзан и все остальные, они прикрываются ими. Некоторые из них были в рядах нашего сопротивления. Кадыров, Рамзан и его папа Ахмад никогда не были ни в каком боевых столкновениях. Они были агентами еще с древних времен. И вот
этим именем они вас пугают. Они пугают грузин, в Грузию закидывали вот эти ямадаевцев. Это ГРУ уже было. Сейчас в 2014 году к вам Украину отправили. Это так показать, что вот всем известно, чеченцы воины. И это у нас не отнять. Кто бы как не хотел. И вас на этом ловят. Потому что вы понимаете, что вы бьетесь, что вы отражаете атаки, что вы тоже воины. А украинцы всегда были воинами. Запорожцы, казаки, все это, всем это известный факт. И в советское время, и везде украинцы всегда считались на голову выше в советской армии, там русские, и ставились на сержантские должности, когда непосредственно всю тяжесть и общение с составом, личным составом, и тяжесть войны в Афганистане, где-либо в других местах, где Россия принимала участие, ставились украинцы. Так вот, вас провоцируют, говорят, вот смотри, чечены пришли. И вы как бы, ничего себе, к нам пришли, да мы ж дадим, мы ж покажем там. И вот у вас это включается. Если получается испугать, получается. Не получается, обратка включается. Так вот, украинцы, вы не победите чеченцев. Потому что чеченцы, настоящие те самые воины, они в ваших рядах воюют. Вы с ними не воюете. Они в ваших рядах воюют с вами против вот этих. А кто к вам приходит, это предатели, обычные коллаборанты, которые ровным счетом не представляют той силы воинственной, той доблести воинской, которую покрыли славой весь чеченский народ, определенные там чеченцы. И чеченцы не в таком большом количестве сражались, да, против фашистской России. Да, весь народ помогал там и так далее, но воинов не так много, которые сделали имя чеченцам, именно как воинов. Да, много балаболов, много рекламщиков и так далее. И вот эти кадыровцы. Поэтому, когда вы на это ведетесь, я понимаю, что хочется. Вот побили там кадыровцев. Да, это как бы, когда чеченцев победили украинцы, значит, украинцы выше. Там столько-то генералов русских уничтожено. Больше, чем в Чечне, заявляют. Но это не так. Намного больше мы уничтожили их генералов. Вот сегодня смотрю новости, говорят, 50 тысяч уже уничтожено, говорит, журналист там один говорит, украинский. Говорит, это нигде там с окончания Второй мировой войны, что ли, он говорит, таких потерь с 91 года, что ли, таких потерь не было. Но опять же, это не так. Мы уничтожили от 85 до 220 тысяч русских оккупантов. 5 миллионов военных, ментов и так далее прошло через Чеченскую республику ротацией. Поэтому уровень тот, который достигли мы, вы еще не достигли. Но мы воевали 10-15 лет с 94 года. Поэтому вы воюете всего полгода. Результат колоссальный, конечно, который Украина показывает. Но у вас и больше, и у вас оружие, и помощь всего мира, и так далее, и так далее. Наша страна 170-180 километров в длину, и там 150-160 в ширину. 17 тысяч квадратных километров. Это вообще маленькая территория. За 2 часа спокойно на машине можно проехать с одного конца в другой. Нам загоняли войска, там Басаев говорил, 460 тысяч одновременно загоняли. 250 тысяч говорил, 55 тысяч говорил Джохар Дудаев в цифре. Вам вначале загнали 200, сейчас догоняют. Они думали, вы падете, разбежитесь там. Они сейчас закинут там своих спецназовцев в Гостомеле, аэропорт, там все разбегутся. У вас была есть пятая колонна, предатели, стукачи там и так далее, которые должны были вот эту интервенцию поддержать, которая замышлялась русскими террористами. Ну, как говорится, не справилась фашистская Россия. Слава Украине, я скажу на это. Поэтому, ребят, разбирайтесь, думайте. Не все так, как нам пытается преподнести пропаганда. Спасибо за поддержку. Слава Украине, слава свободной Ичкерии. Героям слава. Правильно, украинцы воевали на стороне Ичкерии. Абсолютно точно. 12 или 14 украинцев. Беркут был белый, Сашко белый был.
и еще несколько человек погибло. Была женщина среди них, одна точно, потому что я их сам видел. Но это не столько в военном плане, хотя они и военные операции проводили, сколько в политическом плане это был такой очень мощный удар по фашистской России. Так, друзья, я включу свет, чтобы вам меня было лучше видно. Да, конечно, есть флаг Украины. Конечно, есть. Конечно, есть. Так. Так, Ахмад Цай. Алла, Казахстан, Алла. Витаю вас, витаю, Вилд. Да не боятся их никто. Ну, правильно делают, но сейчас не боятся. Но это же делают специально в целях пропаганды. Ну, это такая долгая история, которую, если кто понимает, о чем я, тот поймет, к чему это велось. Сейчас смеются, конечно, сейчас это тиктокеры, и это наша тоже заслуга, это не только одних украинцев заслуга. Я тут сижу, об этом твержу. До меня в 2014 году к вам приехали первые чеченцы. Иса Мунаев, Муслим Чеберлоевский, Амина Акуева, Адам Асмаев. Эти люди показали, что они настоящие чеченцы. Вот те воины, которые стоят там 1000 этих кадыровцев. Один из этих воинов стоит. Поэтому и теперь, да, теперь все понимают, все смеются. И теперь-то и армия российская не страшна. А ведь помните, как в начале было, в 2014 году или в 2015 году это было? Я запомнил один момент. Молодой парень, лет там 20, может 18, едет на фронт, на Донбасс, в ту сторону. И одновременно показывает украинских военных, кадровых военных, которые делают заявление, что нам там не поставляют там чего-то им там не хватает, там все у них плохо, поэтому мы уходим. Это влияло все, это моральный дух, это самое главное. И это влияло на моральный дух. Именно поэтому вам кадыровцы показывают. Чем больше вы на них не будете обращать внимание, тем лучше. Потому что они ноль. Ноль в смысле в этой войне. Они из себя ничего не представляют в этой войне. Никакой погоды они не делают. Вот о чем я хочу вам донести. И это не чечено-украинская война. Это русско-украинская война. И это не первая война. И надеюсь, последняя. Очень надеюсь, что последняя. Кинец война, Киевская Русь. Да, мы-то это понимаем. Отлично, Руслан, сейчас вы это понимаете. Нам это стоило многих трудов, чтобы вы говорили не чеченцы, а кадыровцы. Это очень нелегко было, я вам скажу. При той блокаде информационной. Причем вот тех блогеров, чеченоговорящих, которых вы к себе приглашаете на каналы и так далее, они все эти годы, вот последние несколько лет, что я веду вот эту деятельность против этого, они представляли, что есть какой-то Кадыров, и что вот против Кадырова нужно вести эту деятельность. Что какая-то у нас внутричеченская разборка. Не Россия нас оккупировала, не Россия убила 300 тысяч и посадила Кадырова, а какой-то Кадыров типа захватил власть, и теперь он тут хозяйничает над чеченцами. Абсолютно это не так. Кадыров ноль. Ноль без палочки. Он ничего не может без России. Абсолютно ничего. Он сам это прямо говорит. Мы все это прекрасно понимаем. У него 3 класса образования. Человек не может там сельским каким-то населенным пунктом командовать, там, руководить, не говоря уже целой республикой. Все делается при помощи ФСБ, администрации Путина, контролируется, управляется, советников, которые вокруг него. Человек не может не только по-русски говорить, да, вы по-русски его слышите, он по-чеченски не может также излагать свои мысли, как и по-русски. Поэтому в этом плане Кадыров это ширма. Я боюсь кадыровцев, боюсь за своих овец. У меня так. Ну, это Wildcat, знаешь, когда вот такие вещи говорят, овцы там и так далее, это тоже такая распространенная ксенофобская тема, что какие-то, ну, зоофилия там и так далее, и так далее.
Очень распространена, кстати говоря, что не знаю, от чего это взялось, но это так навязывается. Поэтому я не приветствую такие выпады в их сторону, потому что имеется в виду не кадыровцы, а чеченцы имеются. Не чеченцы, а кавказцы в целом имеются в виду. Поэтому я вот такие вещи тоже не понимаю. Да все равно победим всех, кто пойдет на нашу землю. Дай Бог, Руслан. Салам алейкум всем, не радуйтесь, Россия. Аллах не простит, Аллаху Акбар. Верю, что вы угрохали больше, но, к сожалению, историю пишут победители. Да, Артем, но история имеет такое свойство, она не заканчивается. И мы живем в 21 веке, когда у нас есть возможность правду публично доносить до людей. Поэтому вот мы пользуемся этой возможностью. Да, чеченцы отважно боролись. Украина молодцы, держитесь. Да, українці молодці. Молодці чеченці, уважаю. Дуже дякую. Слава Ичкери, слава Украине, героям слава. А где флаг? А где России флаг? А у меня вот он на полу лежит, ноги я ставлю. Скажи честно, душе, что ты знаешь, что Россия не победит, или ты реально гонишь? Ануар, скажи честно, душе-то ты знаешь, что Россию не победить? Я тебе честно, со всей ответственностью заявляю, мы победили эту фашистскую Россию. В 97 году, в 96 году мы пинками выкинули. Маленькая республика, разрушенная, в руинах лежала. Поставила на колени фашистскую Россию. О чем ты говоришь? В душе я ведь. Ты что несешь? Я абсолютно убежден, что Украина сейчас 100% выиграет. И слова Джохара Дудаева, что солнце свободы зайдет со стороны Украины, они окажутся пророческими. Как и многое, что он уже сказал, уже ранее сказал, и уже стало пророческим. Поэтому я абсолютно убежден, о чем ты говоришь? Ну зачем вы такую ересь несете? Россия всегда проигрывала. Мы проиграли, когда Россия смогла весь мир обмануть, сказать, что мы исламские террористы, каратисты и так далее, убив всех наших интеллектуалов. И остались люди, которые не очень хорошо разбирались в политике. И деньгами, и спецмероприятиями, к которым мы не были готовы. Мы, чеченцы, они имели своих спецслужб там и много чего-чего. Поэтому, конечно же, ваша Украина победит. Украине помогают две страны, Великобритания и Соединенные Штаты Америки, которые за последние 100 лет ни разу не проиграли ни одной войны. Понимаете? А украинцы лучшие из лучших бойцов, которые вам таких пинков дают, что вы уже воете. Да, за 3 дня Киев взять там и много чего. Уже от многого отказались. Только Мариуполь вспомните, что вы сделали? Вы превратили его в Дрезден, как когда-то город Грозный вы превратили. В одни руины сплошные. О чем вы говорите? Вам не стыдно вообще? Вы пребываете в полной лжи и пропаганде. О чем вы говорите? Россия никакая. Единственное, чего я боюсь, то, что в тылу вот эта агентура, я это наблюдаю, об этом говорю. Вот эти Фейкины, Гудковы, Муждабаевы и третий, десятый, которых вы украинцы пригрели на своей груди. Я этого боюсь. Это реально, да, это вы можете. Стравить, обмануть. Но и сейчас я вижу, что и украинцы, и американцы и слышат нас, в том числе и меня, потому что я об этом говорю постоянно. И у вас не получится сделать то, что вы сделали в Чеченской Республике Ичкерия. Я очень на это надеюсь. Очень. В бою вы не умеете воевать. Ваше оружие устаревшее, мотивации нет. Ни одного повода нет вам выиграть в этой войне. Ни одного основания нет выиграть. И в количественном составе украинцы на своей земле, их огромное количество. И так далее, и так далее. Так, да, он набрал флаги на тот случай, кто у порога, тот флаг и с ним. Нет, я в отличие от тебя не такой, Деон. Кадыров равно Пушилин. Wildcat, абсолютно, дикий кот. Абсолютно я с тобой согласен. Конечно, я об этом говорил неоднократно. Ты мой постоянный зритель, Wildcat, я тебя помню. Да, Кадыров это просто смех. Да, Кадыров это тикток воин, это смех. Так и нужно относиться. Как относитесь к Палестине? Никак я к ней не отношусь.
Салам алейкум, алейкум ассалам. В каком смысле? Брат, я тобой горжусь. Ты истину говоришь. Дуже дякую. Агимар Джос, да? Э, Автандил. Спасибо. Вот такие вот дела. Друзья, я свой стрим закончу, наверное. Что скажешь про контрнаступление? Скоро пакетов, назови ты осведомлен 100%. Что скажешь про контрнаступление? Сколько пакетов, назови ты осведомлен? Так, иду по жизни. Спасибо за подарки, иду по жизни. Спасибо, спасибо, спасибо. Контрнаступление идет, отлично развивается. Кстати говоря, я вам сейчас зачитаю. Хорошо, что ты мне напомнил. Я забываю, а вот эти разные орки и фашисты постоянно мне напоминают, что я забываю. Спасибо вам большое. Хоть какая-то от вас польза. Британская разведка выложила свою свежую аналитику, констатирует, что украинские военные успешно наступают на 3 направлениях Херсонской области. Господа, чуть не забыл, самое важное, как обычно, чуть в конце не сказал. ЗСУ с 29 августа возобновили наступательные операции на южном направлении. Одним из элементов, чего является продвижение на широком фронте к западу от реки Днепр с упором на 3 направлениях в пределах временно оккупированной РФ части Херсонской области. В операции есть ограниченные непосредственные цели, но силы Украины добились тактической внезапности, используя плохую логистику, администрирование и руководство в российских вооруженных силах, говорится в обзоре. Отмечается, что поскольку боевые действия также продолжаются на Донбассе возле Харькова, в ближайшие дни ключевое решение для российского командования будет заключаться в том, куда направить любые силы оперативного резерва, которые они смогут судорожно собрать. Для успешного продвижения вперед ЗСУ разрушают логистику вооруженных сил РФ, уничтожают склады с вооружениями и боеприпасами, мосты и понтонные переправы. И все это при соблюдении информационной тишины. Слава Украине! Господи, благослови Америку и Великобританию, Дэл. И все будет Ичкерия, Дэл. Вот. На этом я могу свой стрим закончить. Спасибо, что напомнил, орк. У них потери ого-го в Херсоне. Я тоже в понедельник еду. Удачи, Руслан, держитесь. Слава Украине. Они в Ичкерии хотели взять за 2 часа, не получилось. Да, у них всегда облом какой-то выходит. Тоже интересно, освободитель, а дошло до угрозы ядерным оружием. Да, и это пустые угрозы. Так, друзья, все, на этом я свой стрим заканчиваю. Обязательно завтра нет. Привет, Грузия. Дали привет. Завтра у меня на чеченском языке будет стрим. И в понедельник жду вас всех на канале Reality в 21:00 по Берлину на YouTube. Канале Reality в понедельник. Ну, будет анонс. Подписывайтесь на мой канал Reality, подписывайтесь на этот канал. Все будет Ичкерия. Слава Украине!